Мы находимся в небольшой чувашской деревне, где несколько лет назад неожиданно зазвучала немецкая речь. Это чувашский петух. Я попробую с ним говорить, но как-то не понимаю по-немецки петушки. А вот чувашские родственники, которые появились у выходца из Западного Берлина, немецкий язык уже успешно осваивают. Жену, сына и, разумеется, тещу и тестя Ян Шрёдер нашел в Чувашии, куда несколько лет назад он впервые приехал на фестиваль языков. Теперь у Яна появился и еще один освоенный язык. Уроки чувашской словесности немец берет у своей тещи. Ян, это по-чувашски, Ян, чувашского, сивишев, калава? Сивишев. Выросла. Холодная вода. Ага, И по-немецки? Немецкий кальтвассер. Kaltes Wasser. Терес. Не пьет, не курит, вегетарианец, во всем помогает, да и характером общительный, заботливый и с чувством юмора. О таком женихе мама только и мечтала для своей дочери. Однако в первое время заморский зять принцем совсем не казался. Он приехал рваными штанами сюда. У нас была бабуля, она так вот ругала, ты, говорит, в деревне, так больше, она сейчас умерла у нас. Так больше, говорит, не приезжай. Да. Мода, что ли, была? Очень Рваные штаны были у него, джинсы. Теперь Ян стал любимцем не только новой родни, но и всех соседей. Садись сюда. Она в детстве учила, и с Яном всегда соседка это наша. С Яном они по-немецки выходят вот так. Еще, Валя, ты же по-немецки говорила. С соседями Яна любит не только поговорить, но и попеть. Саночки тутусем, елка шачеш, елдар хамарку жузем. Хватит. Чувашская красавица, сумевшая покорить молодого немца, познакомилась с ним в Чебоксарах в ночном клубе. Человек, который нас познакомил, ни я его и хорошо не знаю, ни Ян его хорошо не знает. Он мне сказал, что со мной хочет познакомиться парень, я ему сказала, что с ним хочет познакомиться девушка. Он подвел и оставил нас двоих и ушел. Ну, это был такой человек, он хотел делать добро, это иностранец, который там стоял и познакомились. С Анжелой Ян начал изучать русский язык. Какое там у тебя было два слова? Здравствуйте, что ли, и за здоровье? И какой-то матерный слово. Какое-то матерное слово. Их отношения развивались стремительно, однако женитьба вначале никак не входила в планы немца. Жениться, я думаю, что с 60 лет можно иметь детей. Потому что потом ты уже жил твою жизнь, и потом нормально идти в следующий образ. Поэтому это экстремально было для тебя, да. Так рано жениться. Да. Во всем виновата Анжела, утверждает Ян. Потому что красивее. Я люблю эти чувашские счетчики. Чингисханские счетчики. Люблю я. А потом пришла очередь Анжеле привыкать к обычаям мужа немца. Когда они отправились в Германию знакомиться с родителями Яна. Родители меня встретили очень хорошо, я даже просто не ожидала. Я выхожу из лифта, там стоят мама, папа, вот так. Я сразу прям почувствовала контакт. Мама любит очень много говорить. И мама рассказывала про Яна, про детство, доставала альбомы. Мне так хотелось все это знать, мне так хотелось это понимать. Она любит сына, я люблю Яна. И это нас объединило. Жить молодые решили остаться в России. Это обоюдное желание. Причем из своей городской квартиры они все чаще стараются сбегать к родителям в деревню, где проводят все свободное время. Два колорадских жуков занимается любовь
Их любовь так чисти, они сидят на одном листе. Две колорадских жуков. Близость к природе, чистый воздух, физический труд и натуральные продукты, которые Ян выращивает на своем участке. Это то, о чем он мечтал. Но некоторые особенности современной российской деревни немец все же воспринял с огромным трудом. Здесь наша 5-звездный туалет. Смотрите сюда. Такой туалет приведен. Здесь есть сиденье. Вау. Посмотрите. Ага. В деревне не может быть скучно, считает Ян, и устраивает семейные путешествия на велосипедах по ближайшим окрестностям и ходит на рыбалку. Червяк, мне было очень трудно убивать там этот червяк. Я делал там червяк, и потом там кровь, этот желтый кровь от червяка уходил, и червяк там... Мечта построить в деревне свой дом и обзавестись собственным хозяйством остается пока лишь в планах чувашского немца. Сейчас же, чтобы прокормить семью, ему приходится искать, где заработать деньги. В Берлине Ян работал и на телевидении, и диджеем. Этот опыт помог ему устроиться и в России. За эти годы он преподавал немецкий язык, был журналистом на городском телеканале, где, кстати, вел рубрику по изучению чувашского языка, а свои музыкальные способности он применяет на сцене, выступая вместе с местными певцами. Кстати, после его оригинальной обработки поклонников чувашской эстрады становится гораздо больше. Жена – первая, с кем Ян делится своими творческими планами. Она – главный критик и главный поклонник. Скоро будет новая песня. Кирле мармана эмет эспурджу. Чеджекле сачунам ра эспурджу. Ирала эсмана. Юраду бариту даменже сунар эспер. Неважно, на каком языке поют наши герои, ведь язык сердца понятен каждому.